Я, ребят, за столом. Сейчас, конечно же, покажу, какой завтрак у меня. Это каша рисовая с курицей. Зеленецкие. Очень вкусные. Также помыл огурцы, какие здоровые. На урожай в этом году в теплице, как жена говорит, меньше. Охотничьи колбасы. Это все лук, чеснок, это с нашего огорода. Мы сажаем немного. Вот такого размера лук. Ну и чеснок. Вот такой. Это все свое. Много не надо, честно. Вот что сажаем, вполне достаточно, хватает и остается еще. Майонез и хлеб. Чай попью. Дождусь готовности прикормки. Потом прикормку сделаю, приготовлю. И схожу или съезжу до места рыбалки. Ну, недалеко от избушки, наверное, и буду рыбачить с берега. Там прикормку накидаю на вечер, чтобы рыба подошла. Потом уже вечером еще прикормки и уже порыбачим. Вот. Надо поймать хоть с десяток живца и уже поставим на ночь. Хотя бы, если получится, до 10 поставушек поставить, это уже нормально. Ну, где-то на поворот ниже поставлю. Слишком далеко ходить не стану. Вот. Если рыба ходит, он попадет. Если нет, так бесполезно ловить. Вот такие планы у меня сейчас. Завтракаю и дальше буду снимать вам. Там, короче, нашел вот такой гриб. Хороший. И тут еще. Ну, фотосессию я провожу. Фотографирую. Не хотел вообще включаться. Ножки такие упругие, здоровые. Вон. И сам гриб тоже хороший. 3 штуки нашел. Вот, 3 штуки, ребят. От избы недалеко ходил. Еще добавочно. Пока я не варил ничего. Получается. Туда тоже накрошу эти грибы. Постоянно здесь тоже грибы выходят. Сыроежка. Вот. А, вот еще, смотри. Прям у избушки. Тоже хороший. Вот так. И еще вон. Сейчас уже прилично много стало грибов. Достаточно. Вот. Видели? 5 штук. Ладно. Там прикормка уже у меня готова. Тучи такие вот появились. Надеюсь, дождя не будет. Сейчас быстренько почищу грибы. И схожу на лодке, наверное, пешком. Может, на трицикле. Накидаю эти, как сказать, прикормкой. О, получается вот такая бурда. Ой, переразварилась. Пшенка, я имею в виду. Тут еще хлеб добавил, сухари черные. О. Ну, для связки еще этот овсяные хлопья добавлю. То она, где какая, овсяная хлопка, как клей, он прихватит все, как цемент. И все. Если в кормушку, то и это нормально. Да, пшенка вот чуть-чуть разварилась. Ну, самое то вкусняшка рыбам будет.
Вот тут, ребят, вот где-то вот тут, наверное, я в прошлый раз рыбачил отсюда. Вот. Отсюда вот рыбачил. Считай, метр воды сейчас упало. Сейчас на лодке проверил, там, блин, до середины реки глубины особо и нету. Кажется, что вот темная вода, там глубоко. Нет, там песок, потом резкая яма. А там уже весло не достает в сторону другого берега. Два варианта рыбалки. Можно, конечно, с лодки, там якорь кинуть и на середине реки встать и рыбачить. Но я все-таки сегодня попробую порыбачить с берега, с песка. Пускай не так глубоко, скажем, до метра там будет. И попробуем. Прикормку накидаю, а вечером еще накидаем. Может, с глубины на мелководье рыба подойдет. Надо попробовать, а там видно будет. Пока не так много сделал. Вот там такая каша. Добавил еще манку и... Что я еще добавил? Блин, овсяные хлопья. Вот. Сейчас я буду кидать. И получается, что без каких-то добавок все получается зерновые. Тут у меня перловка, пшенка, манка и овсяные хлопья. Заводской магазинской прикормки я пока не добавил. Вот. Ладно, сейчас накидаю. Середина дня, потом, наверное, в избушку схожу и, может, за ягодами. Густоты мало. Получается, об воду, наверное, будет разбиваться. Ну да, лепешка такая, бумс. И все. Но, в принципе, хорошо идет на дно. Прямо. Вертикально, я имею в виду. Нормально. Вот тут накидаю. Там такая и муть. И все в кучу. Конечно, сюда добавить бы глину. Отлично. Вот тут так и накидаю. Там яма вот напротив этого куста. Там более глубже. Но течением унесет. Думаю, самое то будет. Ветер деревья гнет. Западный ветер поднялся. Я возле избушки. Все подготовил, в общем. Для рыбалки все готово. Так, ждем вечера. Уже вечером будем рыбачить. Прям волны на реке сейчас. Даже, думаю, поплавка не видно. Еще один гриб нашел. Лодку там оставил, где я рыбачил. Ой, где я прикормки накидал, там лодку оставил. Потом пешком пришел. И кроме этого еще шесты. Для поставошек еще срубил шесты. Где-то штук 10, наверное. Пока хватит. Если поймаю живцов, то уже точно верняк поставлю поставушки. Ребят, хорошее начало сбора ягод. Начал переходить старицу и блюхнулся вообще обеими ногами выше колена. Все сырое. Придется съездить обратно в избушку. И уже, я не знаю, но я вообще весь сырой. Вот. Слил воду с сапогов. Там калоши одену, на другое место схожу, съезжу. Ой, такой облом, блин.
насчет чего. Стелька у меня войлочные, двойные. Вряд ли, наверное, подсохнут сейчас. Пока тут оставлю. Смотрите. Другие штаны в избушке висели. Своя избушка есть своя избушка. Все под рукой. И сменное белье, скажем, хавчик, все есть. Это когда ты в чужой избушке, может там ничего, голая изба, там провалился. И уже поменять у тебя одежды нету. Приходится там все отложить, все дела, высушиться и уже дальше. А сейчас, пока вот это все здесь сохнет, обувь, штаны, вот тут висят носки, там на стене. Я съезжу по-новому куда-нибудь, уже на этот берег, в Ягель, Бор какой-нибудь. Все равно где-то какая-то черника, моя черника меня ждет. Надеюсь, хоть пол ведра наберу, и то ладно. Ладно, сгоняю, потом включусь. Рябчик, там еще в траве. Рябчик, штук 5. Крупные уже. Что? Вон она. А, это мамка была, а остальные вот тут чуть-чуть меньше. Вон они. Ну, где-то вот тут они. Далеко не улетели. Затаились. Штук 5. Это летом я вам показывал на сенокосе там на лугу. Это те же самые. Сюда перешли. Так, ребят. На сегодня, наверное, хватит. Где-то 4,5 литра точно есть. Наполнить ведро, но не получается. Потому что, ребят, много надо ходить. Идешь, 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 потом поляна диаметром где-то 4 метра. Там пособираешь и опять идешь, идешь, идешь. И время уже 3 час, без 23, наверное. Мне надо сейчас уехать к избушке, поехать. И еще приготовить что-нибудь поесть из грибов. Быстро суп, наверное, сделаю. Вот. И на рыбалку. Так что ягоды на завтра оставлю. А завтра буду продолжать собирать. Хоть как-то наполнить это ведро хотя бы. Больше, я не знаю. Что-то мало совсем. Сосновый лес такой. Я, ребят, уже возле избушки. Вот столько грибов. Пол кастрюли. Ну, пол котелка заливаю водой и уже будем варить. Чуть позже добавим, ну, где-то часик, наверное, буду варить. Потом добавлю лук, накрошим, и еще добавлю картошку. Все, больше ничего добавлять не стану. Разгорелась. Трицикл тут стоит. Сейчас уже буду готовиться к рыбалке. Удочку, чтобы не забыть.
Чернику, как и показал, здесь в прохладном месте он будет. Чуть меньше пол-ведра. Вот. Стельки сырые, вообще не высохли. Сапоги, вот это, как сказать, этот материал как бы высох. Штаны не проверял. Штаны сухие, носки сухие. Все, только стелька. Но стелька они до утра, они возле печи еще оставлю. Потом за всю ночь, может, высохнет. Вот, сейчас еще раскалю дрова. Занесу в избушку, чтобы после рыбалки затопить печку. И уже спать. Вот, все подготовить. Нормально поужинать и порыбачить. На голодный желудок как-то неохота идти. Может, там часа 2 буду рыбачить. Не меньше 2. Если будет клевать. Если не будет клевать, там делать нечего. Вот, пока выходил, как сказать, с места, где собирал чернику, по пути еще встретилась поляна. Завтра я еще схожу туда. Мою пол-ведра там наберу. Вот. Ну, пока так. Возле избы буду сейчас готовить ужин. Рубрика «Рецепт прост». У меня уже грибы готовы. Вода испарилась половина. Выкипела. Добавляю картошку. Прям не жалея. Чтобы наваристый такой суп получился. Грибной. Так. Видели как. И еще добавлю лук. Моркови нету. И не было еще, чтобы я морковь когда-то добавлял. Вот. Соль уже я тоже добавил. И еще, конечно, желательно надо сливочное масло. 1 ложку добавил растительного. Все. Ну и до готовности буду кипятить. Пусть варится. Огонь добавлять не стану. Жар достаточно. Все. Сейчас скоро будем уже ужинать. Помыть надо огурцы. Сейчас спустился какая-то техника. Не то каракат, не то квадроцикл. Непонятно. Но очень громкая техника. Прям гремело все. Сейчас соль еще попробовать. Вроде нормально, соль не надо добавлять. Минут 10, наверное, прошло. Сейчас будем пробовать. О, какой наваристый, ребят. Видите? Молодая картошка быстро отваривается. Грибы тоже молодые. Давайте попробовать. Так, пробуем. Ну, посмотрим, что за суп получается. Грибы, они, знаете, хоть сколько вари, одинаково. Соли не хватает. Надо добавить соль. Картошка самая то. Да. На зуб грибы немножко как будто, но я не знаю. Это мелкие грибы, они такие
Да, грибы твердоватые, но она уже готова. Этот суп уже все, можно есть. Картошка, самое главное, чтобы картошка мягкая уже. Угу. Все, буду ужинать. Горячего еба. Ух. Угу. Балдеж. Давайте, пока не забыл, сразу добавлю соль. Столько. Ну что, ребят, как вы видели, на ужин я приготовил грибной суп. Поверьте, очень вкусный получился, наваристый. Не знаю, как это вам показать, но прям идеально. Буду ужинать прям с котелка. Даже в тарелку я не буду там разливать, там сразу с котелка и буду есть. С хлебом. На хлеб помажу майонез. Вот. Обычно грибной суп мы всегда добавляем, не жалея, как сказать, сливочное масло. Прям шматок. Прям слой такой сверху получается. И суп сливочным маслом очень вкусный. Также можно майонез добавить в суп. В принципе, тоже идеальный вариант. А я на хлеб помажу. Куда-то комар появился. И сразу после ужина уже поеду на рыбалку. На трицикл поеду. Там прикормил рыбу. Как-никак, сейчас уже рыба подошла. Хоть какая-то. Если с десяток удастся поймать, уже нормально. И до темна надо, сколько получится, поставушек поставить на щуку. И надеяться, что уже завтра будет улов. Вот. Ладно, ребят. Я ужинаю. Ребят, рассказываю. В общем, где-то полчаса уже сижу, рыбачу. Начинал рыбачить. Такой вот, я не знаю, какой номер там, но покрупнее крючок я ставил. На червя, там червь, и опарыш буду, думал, цеплять, и более крупная рыба, может, попадет. Поклевки непрерывные. Ни одного не мог поймать. Потом я поставил, в общем, другой крючок. Сейчас покажу. Поменьше. Ну, вот таким я обычно и рыбачу. Вот. Не крупная. И уже поймал вот такая вот. Одна плотва, уклейка и елец. Рыбачу на 4-метровую удочку. Клюет только на середине реки. Ну, с такой катушкой кидаю удочку. Интересно даже тащить рыбу. Если крупно попадет, вообще здорово было бы. Вот. Ну, сейчас вот поймал. Чуть-чуть как бы настроение приподнялось. И дай, думаю, включусь. Сейчас немножко тоже вам поснимаю. Заодно там прикормку тоже кидаю время от времени. Ну, погнали. Может, еще будет рыба. Надеюсь, мой подписчик смотрит, который мне подарил эту удочку. Вот. И по пути, пока ехал, я порвал здесь леску. Завязал по-новому. Катушка чуть-чуть высоковато, неудобно. Вот. А так, вот так вот берешь и до середины реки можно закидывать. Уф! Вот так вот. И сидишь так спокойно. Потому что здесь мелко, ребят. Сейчас сюда подтяну. Вот сразу поклевки.
моментально. Клюет очень хорошо. Понятное дело, мелкая рыба, наверное, толком брать не может. Вот везде клюет. Крупная рыба сразу проглотила, а эти дергают. Уклейки, наверное. Кого-то цепанул, ребят. Тащить интересно, блин. С реки, как сказать, середины реки. Плотва. Камера выключена была. Только когда попалась, включил. Потому что поклевок много холостых. Ну так, нормально. Одного снова дернул. Есть, ребят, есть. Вот он. Елец. Камеру выключил, а он, оказывается, включен был. Ай, запутываюсь уже. Нормально. Дальше рыбачим. Есть кто-то, ребят. Ой, Ваше Величество, уклейка. Ё-моё! Так бодро клевал, блин, думал, там какая-то рыба нормальная. Да нет. Ну ничего, возьму. Щуку поймаем на него. Клюет-то как. Есть. Кто-то есть, ребят. Ага. Елец. Опа. Убежал все-таки. Что ты будешь делать? Так и норовит убежать. Есть, ребят. Снова кто-то попался. Елец, наверное. Плотва. Опа, плотвичка. Есть, ребят. Кого-то поймал. Плотва. Хорошо. Все, ребят, закончил рыбалку. Клюет, ну так, средненько, слабенько даже. На середине реки. А куда я раскидал прикормку, там даже и не клюет почему-то. Вот. Ну, сейчас покажу улов. Вот такой улов, ребят. 10 рыб даже нету. 3, так. Где-то 8 штук, наверное. Больше, ну, никак не получается. Даже мелочь поймать не клюет. И думаю, вся рыба сейчас на самой глубине. Если с лодки на глубине попробовать, или фидером на дне, где-то вот в глубине рыба сидит. А когда после дождей, больших дождей, вода поднималась, рыба подходила на песок. Вот прошлой рыбалке я вот здесь рыбачил, прям интересно было. На поплавок тоже. Что могу сказать насчет такой снасти? 4-метровая удочка и безинерционная катушка. И вот, знаете, вот заброс получается далеко. Прям куда хочешь, туда и закидываешь. Можешь на другой берег прям. И, во-первых, далеко можно закинуть. Можно такой удочкой, такой катушкой с лодки сплавлять снасть.
поплавок. И самое интересное, мне показалось, что это, когда тащишь рыбу, вот когда он сопротивляется и издалека тащишь, как на фидер, вот то же самое. Интересно. Прям как-нибудь другой раз, ребят. Сейчас елец будет осенью скатываться. Вот не пропустить бы эти дни. Тогда можно, конечно, хорошо порыбачить. Вот. Жестко птицы. Когда зверь так ходит, птица так орет. Может, лиса там. Вот. Ладно, сейчас я схожу за, как сказать, донками. И уже, что есть рыба, поставлю поставушки. И уже завтра проверим. Может, какая-то щука попадет. Ну, как я буду ставить, это уже снимать не стану. Вот. Здесь всю снасть я оставлю. Завтра, может, еще порыбачу. Прикормка осталась тоже, чтобы вороны не съели, не склевали. Я там закрыл вот предпоследняя донка. Еще один осталось. Самая крупная плотва. Тут такой островок небольшой травы. И возле травы там палку воткнул и поставил. Еще один. Так. Все тут тройники. Мне надо двойник. Двойник без поводка. Ладно. Будет тройник. Ух, какой мощный. Вот сюда надо куда-нибудь бахну. Там дальше мелко, до поворота. Дальше спускаться не стану. Все, ребят, это последний был. Вот здесь оставлю. Вот оттуда до сюда 5 штук. Один, второй. Дальше получается так, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9 штук получилось. 9 поставушек. Ну, жерлиц. Поставил. Лодка вон там. Ничего страшного. Никто не украдет. Сейчас вон оттуда полетели 2 этих. Как же? С длинной шеей, которые забыл. Не помню. Цапли, наверное, так называемые. Там, смотрите, на другом берегу, там дрова, видите? Он сваливается, берег уходит, сваливается. И там такая тайга, лес. А раньше, ребят, там небольшой участок поля было. И там дом стоял, большой дом. Избушка, я имею в виду. Дрова еще с тех времен остались. И эта избушка, я не знаю от чего, почему, в общем, сгорела. Там охотники жили, там охотились.
Вот. Ну, как сказать, раньше изб мало было. Это сейчас, как говорил, много, а раньше мало изб было. Вот тут избушка была, потом на поворот, там избушка была, нашей не было. И охотники мы в одной избушке, охотников много было. Собирались на осенней охоте там по 10, по 12 штук человек, я имею в виду, в каждой избе. А сейчас нет, сейчас избушка, хозяин, но один гость, может, придет или нет там. Ну и изб тоже больше стало. Да, сгорело вот, не знаю, давно это было. Но я помню прекрасно эту избушку. Не помню только вот ночевали или нет мы тут с дедом. Может, даже и ночевали. Вот. Сейчас поворот буду по такому песку идти. Потом уже сяду на трицикл и до избушки. Недалеко изба, но все равно на трицикле там дорогу немножко открыл, под сад подрубил и проходимо стало нормально. По лугу. Вот тут тоже. Вот. Поставушка. Там тоже. Ну, посмотрим. Есть ли щука. Хорошо плавает там. Прям дергает. Живец работает. Зимой тоже ставил здесь. Ни одной поклевки тоже, к сожалению, не было. Все, пошел я в избушку. Хватит, надо отдыхать уже. Целый день, с 5 часов. Что-то бегу. Нормально еще не садился сегодня. Все на ногах. Никакого отдыха в лесу. Завтра без будильника. Во сколько проснусь, тогда и стану. Вот тут выдра ходила. Свежие следы, между прочим. И тут. Вот видите, здесь лось прошел. Видно. Лосик. Следы. Это не медведь, это лось. Все можно увидеть. Следы. Кто, где, когда прошел. Это самый прекрасный момент, ребят. Когда день закончился, трудовой, любой трудовой. И если вы в избушке, как я, затапливаете печь, и избушка станет тепло, просто сейчас я выпью горячий чай из термоса, чайник поставлю на плиту сюда и буду отдыхать. Это реально кайф. Дрова сухие, быстро разгорится. Ну и еще ночью там подкину сырые дрова, пусть тлеет. А сейчас мне нужен жар, чтобы быстрее нагрелось все. Как всегда, там в низине туман. Также в прошлом году вам показывал, там туман. Везде. Еще больше будет. Вот. Небо чистое. Хотя немножко там тучи были. Думал, дождь будет, а нет. Дождя не было. А, стельки надо занести еще в избушку, чтоб сохли. Ну вот дым пошел. Разгорелось все. Вот так. Ну что сказать, ребят. Как прошел день, я вам сегодня все поснимал. Почти все. Некоторые моменты, конечно, за кадром тоже останутся. А в основном все я показал.
Что будет завтра, уже также буду снимать. Обязательно проверим поставушки, что поставили на щуку. И все остальное увидите, как все будет происходить, как пройдет день. Вот. Сейчас я буду отдыхать. Завтра планы у меня ого-го еще. Кроме сбора черники еще хочется, давно уже мечтаю, хочу, но руки никак не доходят, сделать угли самому для шашлыков жарить. Обычно мы покупаем, а все это дело можно самому сделать. И дрова есть, все есть. Мне понадобится береза и елка. Как все будет происходить, может быть, если не передумаю, я вам завтра уже буду показывать. Вот. А на сегодня все, ребят, давайте. Завтра увидимся.